Наверняка каждый фанат смешариков смотрел азбуки смешариков. Серия спин-оффов мультсериала «Смешарики», который представляет собой сборник коротких серий поучительного и познавательного характера. И у каждой азбуки есть своя тема. У азбуки безопасности главная тема – правила дорожного движения и поведения в опасных для жизни ситуациях. У азбуки финансовой грамотности – экономика. У азбуки здоровья – здоровый образ жизни и гигиена. И знаете, несмотря на то, что с момента выхода первой азбуки, которая вышла еще в далеком 2006 году, то есть прошло целых 20 лет, азбуки по сей день выходят и выходят. Но давайте согласимся, если что-то выходит долго, уже перестает быть интересным. Вот так, к сожалению, произошло и с нашими любимыми азбуками. Или все-таки нет? В этом видео я разберу новые азбуки и узнаем, действительно все так плохо или все-таки нет. Без лишних слов к видео. Начнем видео с азбуки дружбы народов, главная тема которого – рассказать зрителям про народы и обычных разных народов России. И тема азбуки действительно интересна. Давайте посмотрим первую серию про обычаи Бурятии. Серия «Лучший лучник», где смешарики, которые вдохновились рассказом Каркарыча, решили устроить аналог бурятского праздника Сухарбан в Ромашковой долине. И в честь этого Нюша просит Карыча научить ее стрелять из лука. Спустя некоторое время соревнование начинается, по итогу которой, как ни странно, побеждает Нюша. По-моему, неплохая серия. Наверное, дальше так же, да? Далее идет серия гостиниц, и это серия про Татарстан. Что же будет в этой серии? Какой-нибудь обычай или праздник? Это серия про еду Татарстана. Странно, а почему в прошлой серии нам рассказывали про национальный праздник, а тут еда? В Татарстане нету праздников? И у них настолько неинтересная скучная жизнь, что ли? Ну ладно. Следующая серия под названием «Сокровище». И на этот раз тут Башкортостан. Название серии интригует о том, что это за сокровище. И это не поверите. Мед. Да, опять серия про еду. Если вы делаете серию про башкирский мед, то сделали бы что-то-нибудь интересное. Например, продолжение серии «Это сладкое слово мед», где Копатычу было плохо, потому что он ел алтайский мед, а надо было башкирский мед есть. Ну ладно, что там дальше? Серия «Сюрприз». Угадайте, про что эта серия? Да-да. Ну ладно, если без шуток, то есть серия, где нет темы еды. Но все равно, даже если серия начинается не с еды, то в конце герои точно что-то будут есть. Кстати, интересно то, что из-за еды смешарики смогли попасть в скандал. А именно серию про Республику Аланию и Северная Осетия «Нюша Богатырша», где осетинам не понравилось, что в серии участвует Нюша, так как, цитата, «грязное животное не может рассказывать про традиции Осетии». Также им не понравился момент с поеданием осетинских пирогов на скорость, так как, цитата, «осетины всегда были воздержаны к еде». И, конечно, ничего не имею против осетин, но вам не кажется, что это какой-то абсурд? Ладно, с момента этого скандала прошел год, и вроде как все закончилось нормально. Переходим дальше. Азбука родного города. Стоп, погодите, я что, включил азбуку дружбы народов? Странно. Написано, что азбука родного города. Стоп, они что, взяли заставку из другого спин-оффа для другого спин-оффа? Ну что ж, давайте посмотрим саму серию. По сюжету серии смешарики находятся в Санкт-Петербурге. И там они идут к Лахте-центр, самое высокое здание не только в России, но и Европе, а также является штаб-квартирой корпорации «Газпром». Интересно то, что серия сделана так и в мультяшной стилистике, так и в реальной жизни. Честно, не знаю, зачем они так сделали. Если делать, то делать в одном стиле, мне кажется. По сути, обычная серия, ничего прям такого интересного в ней нет. И вроде как это является первая и последняя серия. Думал я, пока не понял, что это оказалась вторая серия. Первая серия вышла в необычном формате интерактив и была эксклюзивна на ВК-видео. По сути, ничего не изменилось, просто вместо Лахты-центр тут другая питерская достопримечательность – Петропавловская крепость. Это больше экспериментальная азбука, мне кажется. Видно, что она не пыталась стать каким-то главным спин-оффом. Идем дальше. Азбука недвижимости. И я не шучу. Серьезно, в детском мультфильме вдруг решили поговорить про покупку недвижимости. С другой стороны, несовершеннолетние могут покупать квартиру. Но есть один нюанс. Можно переписать на ребенка квартиру, но только с разрешением родителей.
Однако купить квартиру не получится, так как ипотеку дают только с 21 года. Ну ладно, давайте посмотрим серию «Новые барашки». По сюжету серии Бараш и Нюша решили переехать в город и решили сразу купить квартиру. Они смотрят много разных вариантов, но в итоге решили остановиться на жилом комплексе «Новые барашки» от Кроша и Лосяша, где в итоге они покупают там квартиру. Короче, я не хочу даже смотреть этот спин-офф. Тем более мы взяли спин-офф 2020 года. Может, есть что-то новенькое? Азбука благотворительности. И вот, казалось бы, новая азбука, так еще и про благотворительность. Наверное, что-то должно получиться хорошее и доброе. Но ведь так же, да? Сначала вышла первая серия под названием «Волшебная лампа». Вышла она сначала на ютубе. Однако спустя несколько дней на ютубе серию удалили. И азбука переехала на Кинопоиск. То есть проект переехал с бесплатного ютуба на платный Кинопоиск. Вот это понимаю благотворительность. Азбука какая-то получилась сырая и скучная. И знаете, лучше бы вместо того, чтобы потратить $1 миллион на производство одной серии, лучше бы они отдали деньги реально нуждающимся людям. Но нет, лучше на деньги Института развития интернета выкатить никому не нужную азбуку. В принципе, можно сделать целое видео про этот спин-офф. Ну что ж, а завершит наше видео еще один спин-офф. Да, он старый, вышел 6 лет назад, но тоже заслуживает вашего внимания. И это новый сезон Азбуки Безопасности. Возможно, один из самых худших возрождений в истории смешариков. Интересно то, что в каждой серии свой спонсор. Первую, вторую и четвертую серию спонсирует Мегафон и Лиза Алерт, а третью, пятую и шестую Яндекс.Гоу. Скажу честно, получилось ужасно. Особенно серия Гуттер Пуфер, который Пин сказал Крошу и Ежику не открывать никому дверь. И на протяжении всей серии они не пускали Копатыча, которого они прекрасно знают. Конечно, есть похожая серия на ту самую азбуку из нулевых. И это серия Фрегат Палтус, где по сюжету серии Крош и Ежик решают запустить в открытое море свой маленький кораблик под названием Палтус. Из-за чего Крош оказывается в море, из-за чего он тонет. За ним следует и Ежик. Заигравшихся с корабликом друзей спасает Копатыч на лодке. Что же хочется сказать в конце? Скатились азбуки в худшую сторону, ответить сложно. Но знаете, найти фанатов последних азбук очень сложно, так как многие недовольны, что смешарики по сей день выпускают азбуки. И знаете, хочется все равно надеяться, что когда-нибудь азбуки исправятся в лучшую сторону. А может и нет. Пройдет время, узнаем.